Добрый день, дорогие участники съезда. Всем спасибо, кто пришел на съезд. Я, честно говоря, не готовился к речи какой-нибудь. Я расскажу о том, как у нас проходило. Попробую рассказать о том, что сейчас происходит, что происходило на выборах в Мосгордуму. В смысле, не то, что происходило, что не на выборах в Мосгордуму, а на переговорах, которые были до этого, потому что я на учредительном съезде, который состоялся в мае 2012 года, выставил свою кандидатуру как человека, который будет выдвигаться в Мосгордуму. Сейчас подтверждаю, что пойду от своего района кандидатом. И вот я участвовал в этих переговорах, которые были весной. Ну, Владимир тут уже говорил, что это очень сложные переговоры, потому что реально очень много людей, которые там внутри, не могут договориться друг с другом. Не то, чтобы договориться всем скопом об общей стратегии. Какую стратегию предлагали мы? Ну, шаг номер 0, и об этом тоже сегодня много говорилось, это повышение явки. Мы видим на всех выборах такую вещь, что чем больше явка, тем выше результат у кандидата от оппозиции. Я не проводил, скажем так, численные исследования такие серьезные, но так на взгляд, вот если вы возьмете любые выборы, да, вот в России достаточно крупного уровня, 15%, ну сколько набирает кандидатов власти? Он набирает приблизительно 15% от общего числа избирателей. Не от явки, да, а 15% от числа избирателей. Соответственно, если явка 17%, то кандидат от власти набирает 90%. Вот так было, например, в Омске 1,5 года назад. Да? Если явка 30%, то кандидат набирает 50%, как произошло в Москве. Если явка больше, то у оппозиционеров появляется все больше и больше шансов. Именно в этом для нас является задача, что мы должны увеличивать явку. Как это сделать? Все кандидаты, и депутаты, которые выступали до меня, они говорят, ну что, надо ходить ногами, надо выпускать газеты, надо работать на территории. Этим я собираюсь заниматься в ближайшее время. Спасибо.